Дорогие друзья, давайте мы еще раз проанализируем, еще раз обсудим Михаила Сергеевича Горбачева. Вот сегодня прошло 9 дней. На YouTube-канале я просмотрел примерно 40 фильмов. Называют его и предателем, называют его и демократом. Но когда пришел Михаил Сергеевич, почему для меня это очень близко? Потому что будем считать, что в политику с ним мы вошли одновременно. Я в 1985 году закончил институт, и уже в 1986 году я начал работать в комсомоле. И в 1987 году я проходил школу, высшую школу комсомола в городе Химки здесь, около Шереметьево. И вот Михаила Сергеевича привез Орджоникидзе, секретарь ВЛКСМ тогда, ЦК комсомола, значит. И у нас была такая встреча с Михаилом Сергеевичем. Больше у меня встреч не было. Мы сидели в актовом зале. Но для нас это было, конечно, событие. Судьбоносное, как он говорил. Столько было слов новых. Вот это новое мышление, демократия, значит, плюрализм мнений. Все эти мы хотели потом, работая в комсомоле, его слова, конечно же, применить в своих выступлениях. Для нас это было событие. Давайте мы просто возьмем такого Леонида Парфенова. У него есть по каждому году фильм на медне, цикл. Возьмем вот эти каждый год, что было тогда в нашей стране, и сделаем такой экскурс в историю. Это было коммунистическое время, застой, социализм. 20 лет руководил страной Брежнев. Мы к нему настолько привыкли, уже не думали, как будет дальше. Брежнев умирает, и потом у нас за 5 лет меняется 3 секретаря партии, Центрального комитета. Это Андропов, Черненко, вот, Брежнев. И, значит, Михаил Сергеевич, вот тогда, в то время, он играл огромную роль и сыграл огромную роль. Прежде всего на сознание, на перезагрузку. С одной стороны, конечно, была действительно демократия, была свобода слова, наконец-то, свобода искусства. Значит, было вот это вот и самое такое историческое разоружение его с Рейганом. Но были, вот сейчас, если взять, есть республики, например, Прибалтика, Грузия, они к нему не очень хорошо относятся. А среднеазиатские республики и другие к нему относятся прекрасно. И, конечно, на руках его готова носить вся Европа, особенно Германия. Ведь это именно он убрал эту Берлинскую стену, этот занавес, вывел наши войска из Европы. Значит, я бы очень рекомендовал изучать это время, для изучения истории, для анализа, значит, нашей страны. Вот. У него были очень сильные сподвижники в то время. Александр Яковлев, Шеварднадзе были с ним рядом. Он уделял время молодежи, начал уделять время. Комсомол тогда как-то вздохнул, воспрял, но уже то, что социализм в таком виде, в каком он есть, не будет, многие уже это понимали, что уже это строй, он изжил себя. Поэтому не надо его винить в развале Советского Союза. Так получилось. Надо ему отдать должное, что все-таки это без кровопролития, почти мирно, ну, не считая вот некоторые события в Москве и Прибалтике, это было очень мирно. Он попрощался со своей властью. И потом, значит, он пытался еще быть в политике, пытался быть полезным. Но я знаю, что вот Ельцин его много, значит, не приглашал на мероприятия, как-то дистанцировал его, значит. Потом был случай, когда он пытался баллотироваться на президента России. Мы это тоже не должны забывать. Главное, если взять сегодняшний день, его отношение к нашей действительности, он поддержал в 2008 году наш, значит, конфликт с Грузией, он выступил открыто на нашей стороне. Также он открыто поддержал воссоединение Крыма. Мы тоже это не должны забывать.
Ну, конечно, у нам тогда бросалось в глаза, что с ним всегда была рядом его супруга Раиса Максимовна. Она из Башкирии, наполовину башкирка-татарка, поэтому нам тоже это было очень близко. Он без конспекта свободно везде говорил, как-то слушался, его слушали люди, имел огромное он влияние. И не надо забывать, что он лауреат Нобелевской премии все-таки, премии мира. Поэтому давайте мы не будем голословно его обвинять во всем. Время было такое. А вернемся в то время, еще раз все подумаем, проанализируем, на каких-то моментах заострив внимание. Он еще долго жил, мог бы быть, вот не использован был его потенциал. Сколько лет ведь он, допустим, еще был, значит, в нормальной физической форме, мог бы ездить, какие-то вопросы решать. Вот здесь нашим, значит, руководством не был использован его, конечно, потенциал. Поэтому пусть земля ему будет пухом. Мы вот на 40 дней собираемся к нему съездить на кладбище, положим цветы, значит. Мы написали большую, значит, телеграмму соболезнования дочери. И для нас самое обидное, что 3 года назад мы дважды с ним договаривались и хотели взять у него интервью. И, ну, видимо, не судьба, не срослось у нас. Вот, поэтому, значит, мы отдельно, пусть через какое-то время, у нас здесь есть студенты МГУ, МГИМО, мы с ними соберемся и проанализируем его деятельность и шагнем в то время, попытаемся еще раз все это, значит, обсудить. Нет Михаила Сергеевича. Как к этому отнестись? Я возьму на себя смелость, поскольку у меня были очень хорошие отношения и очень много часов общения с Галиной Борисовной Волчек. Это руководитель театра «Современник» на Чистых прудах. У нас есть, были тогда пафосные такие театры, был Вахтангова, Линком, МХАТ Чехова, сатиры, значит, но именно, значит, «Современник» с Раисой Максимовной всегда приходил Михаил Сергеевич. Он не пропускал ни одной премьеры. И поскольку после премьеры они шли, значит, Галине Борисовне, было чаепитие, и вот все эти чаепития из первого источника я вам могу рассказать. Я вам могу сказать точно, что, значит, он верил во все то, что делал. Он верил в такое, значит, действительно полезность своей деятельности. Он верил, что все наладится, что все будет замечательно. И вот они, значит, Галина Борисовна, он с супругой, они обсуждали обстановку в мире, обсуждали обстановку в России. У него не было никаких блатных родственников каких-то. Он не был замешан в коррупционных скандалах. Он все-таки из коммунистического нашего такого прошлого. Он послевоенный ребенок, 31-го года рождения, ровесник моего отца. И вот он, у него прекрасная биография трудовая. Он жил в таких вот условиях. Поэтому он не оторван был от земли и не оторван был от народа. Но то, что действительно его супруга играла огромную роль на политику в мире и в России, это действительно так. Он был такого коллегиального обсуждения, человек склада, и вот они обсуждали вот эту вот трезвость нормы жизни. Он же сыграл огромную роль в мире, его, значит, и в нашей стране. Вот это он действительно видел, действительно он убеждался, ему докладывали, что просто на работе, на производстве, в сельском хозяйстве очень много выпивают люди, очень много пьянства, по пьянке очень много происшествий разных. Он к этому так относился. И вот, например, я, будучи работая в комсомоле, у нас все мероприятия, свадьбы, все были безалкогольные. Конечно, на второй день молодежь собиралась, где-то отмечала, но мы за безалкогольные свадьбы, будем говорить откровенно, мы им выделяли малосемейки.
И вот действительно можно было веселиться, танцевать, плясать, придумывать конкурсы. У нас замечательно проходили эти безалкогольные свадьбы. У нас была на работе создана комиссия. Мы прошлись по кабинетам, мы просто все изъяли рюмки, бутылки, ничего нигде в кабинетах у нас не было, и никаких застолий по кабинетам у нас все это прекратилось. Вот я вам скажу честно, я верил в эту трезвость нормы жизни. И я, и мое окружение вот в комсомоле, мы действительно вели трезвый совершенно образ жизни. Где-то вот, наверное, 1,5 года вот это вот у нас продлилось. И как-то потом все это, конечно, ушло. Но были, конечно, огромные очередь, давка в магазины спиртного. Вы даже не представляете. Вот город Нижнекамск. 250 тысяч населения. Один магазин, где продают спиртное. Туда нужно было ночью занимать очередь. Там была давка, там были разные происшествия. И этот магазин в народе у нас назвали мавзолеем. Или же туда не зарастет народная тропа. И вот, возвращаясь в кабинет Галины Борисовны, после каждой премьеры, вот 3 товарища, они посмотрели спектакль, потом обсуждали, «Крутой маршрут» и другие. Он все премьеры посещал. Он был открытый, он был не злопамятный, не мстительный, не замкнутый. Он действительно был общительный, открытый. И его, значит, появление супруги вместе в европейских странах, в Англии, в Америку они ездили, они, конечно, придавали какой-то по одному человеку, ведь судится о всей стране. И тогда уже вот этот вот железный занавес, вот эти черные тучи, которые всегда были над Советским Союзом, это угроза. И вот это вот разоружение потом, в 1987 году. Это все, конечно, в мире просто было у всех очень серьезное непонимание в начале. Вот. И элемент доверия к нашей стране, элемент демократии, как весь Советский Союз начали ездить за границу. Это в сотни раз люди начали ездить за границу. У нас перестали преследовать искусство, писателей, поэтов. У нас выпустили много диссидентов. У нас Сахарова сняли, значит, домашний арест. Ну, были такие, конечно, шероховатости, которые сейчас вспоминают. Это, конечно, афганская война. 86-87 год и то, что вывод наших войск потом. Это, значит, много критики по этому вопросу. Очень много критики по вопросу Прибалтики. Ну, ему это так преподнесли, ему это так объяснили, что это необходимая мера в Прибалтике. Поэтому, значит, такое отношение в Прибалтике. Он, вот как говорит Галина Борисовна, он был очень образованный, начитанный, культурный, вежливый, обходительный. Это был человек такой, значит, большой души, большого общения. У него был очень большой коэффициент коммуникабельности. Он мог выйти на улицу. С крестьянами мог поговорить и найти общий язык. У него было несколько исторических встреч с шахтерами. Он также с ними нашел общий язык. И в то же время к нему было не то, что он был такой уж добряк, к нему было уважение. Уважение за его биографию, уважение за его поступки. Он взял на себя ответственность, он попытался, он действительно верил в это. Но что получилось и что не получилось, это уже рассудит история. У нас в памяти о нем добрая память. Мы хотим вот посетить его, значит, кладбище после 40 дней. И хотим со студентами в штабе здесь, с активистами, с МГИМО и МГУ, нефти и газа вот подняли этот вопрос. Мы хотим обсудить эти 6 лет, которые коренным образом изменили не только страну, они изменили нас, они изменили каждого из нас, они изменили мышление, как он говорил. Добрая ему память все-таки, Михаил Сергеевич.